Господин президент, учение «Запад-2017» российско-белорусские, вы думаете, это как-то угрожает Беларуси? Я думаю, что это напрямую угрожает Беларуси, региону. Я думаю, что Путин ищет сейчас новую авантюру, он сейчас реально в тупике. Он считает, что Беларусь слабое звено, потому что считает, что там власть слаба и может покачнуться. И даже если она не покачнется, Лукашенко часто удивлял в прошлом своей живучестью, но Путина тоже это может не устраивать, потому что если Беларусь вдруг начнет на других опираться, а не на Путина, то это не очень хорошо. В любом случае, ПС или с Лукашенко, вместе с Лукашенко он хотел бы что-то сделать в Беларуси. И я боюсь, что он пойдет по полной катушке. Я думаю, что вообще в планах у него отмена белорусской независимости и вообще аннексия страны. А скажите, вот этот минский формат по урегулированию российско-украинского конфликта, все время говорят о том, что это инициатива Лукашенко. Как вы думаете, это на самом деле так, или за это Путин стоит? Нет, то, что я знал, что... Ну, я не знаю, что стоял за Лукашенко, но я знаю, что Лукашенко сам звонил всем участникам этого формата. Более того, он звонил, например, полякам и другим, чтобы они тоже присоединились, и балтийским странам, насколько мне известно. И он эту группу собирал сам. Ну, конечно, был интерес и этих стран присоединиться. Лукашенко, официальный Минск, вообще не признал независимость Осетии и Абхазии. Да. Как вы думаете, почему? Ведь в Москве это нужно было? Да, тогда был момент, когда ему предлагали не просто $2 миллиарда, а тогда был пик экономического кризиса, и у России тоже не было денег. Но России это был такой важный вопрос, что предлагали $2 миллиарда Беларуси за это. И более того, угрожали, если Беларусь это не сделает. Но я думаю, что тогда Лукашенко поступил исходя из вообще интересов существования Беларуси, потому что это не просто признание каких-то несуществующих территорий, это отказ от серьезной части легитимности существования белорусского государства. И он подошел, я думаю, с этой стороны к этому делу. И он был в этом вопросе абсолютно прав. И реально для Путина это был крупнейший дипломатический провал. Потому что на кого-кого, а на Беларусь он точно рассчитывал. Он считал, что Беларусь у него в кармане уже без всяких лишних вопросов. Я думаю, это один из вопросов, который он не забыл. Поэтому сейчас эти учения, я думаю, что часть вот этого вопроса у него осталась, и он будет всячески домогаться, чтобы Беларусь заплатила по счетам, в том числе по непризнанию оккупированных грузинских территорий. Но вы положительно отзывались в свое время о Лукашенко. Значит, вы согласны с его политикой такой зависимости от Москвы? Ну, во-первых, это гораздо более сложная политика, чем политика зависимости. Я думаю, что там есть много нюансов внутри. Если бы он так зависел от России, Москвы, например, Россия давно бы использовала ее территорию на нападение даже на Украину. Но этого не произошло. Ну, конечно, Беларусь очень комплексная ситуация, очень сложная ситуация. И я думаю, что в любом случае свободе белорусского народа нет альтернативы. Беларусь очень быстро станет частью Европы. Но одновременно на этом этапе сейчас ближайшая, главнейшая задача — это сохранение белорусской независимости. Я думаю, что после учения большая часть войск, значительная часть войск останется, инфраструктура вся останется. Эта инфраструктура до вторжения не просто в остальную часть Европы, это в первую очередь инфраструктура захвата и оккупации и аннексии Беларуси. И поэтому я думаю, что одновременно работая над будущим и даже сконцентрироваться над преодолением этой ближайшей угрозы. А если такой сценарий, как вы говорите, станет реальностью, думаете, кто-то обеспокоится этим? В том-то и дело, что Путин рассчитывает, что этим никто не обеспокоится. Но я думаю, что он свой момент пропустил, потому что Белоруссию-то могли не обеспокоиться, но вот поведение в России уже точно беспокоится. И эти две сейчас нельзя разделить друг от друга. Поэтому я считаю, что если бы он это сделал 2 года тому назад, 3 года тому назад, и тем более 5 лет тому назад, вообще бы у него не было проблем. Тогда мне прямо говорили чиновники, очень высокопоставленные в Вашингтоне, а зачем мы вообще должны волноваться про Беларусь? Мы не считаем его демократией, мы не будем за нее никак цепляться и их поддерживать. А сейчас другая ситуация. Сейчас вопрос не был в том, кто правит Беларусь. Сейчас вопрос поведения абсолютно неприемлемой России и смертельной угрозы, которую ощутили все, особенно ближайшие соседние страны. Господин президент, скажите, долго ли можно лавировать между Россией и Западом, как это делает Александр Лукашенко? Ну,
Знаете, Беларусь такой география, что она всегда будет все равно, кто бы ни был в России, кто бы ни был в Беларуси, все равно будет балансированное отношение. Но Путин сам заставляет уже не лавировать. Путин стал настолько сам негибким, настолько сам нахальным, что сейчас уже сам Путин не оставляет особого маневра для себя и для других.